Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня проводим установочный вебинар по процедуре проведения республиканского конкурса на лучшую программу организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться ко мне. На слайде представлена информация. Зовут меня Наталья Николаевна Исаева, заведующая Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности Института развития образования. Позволю себе начать. Так, коллеги, вся необходимая информация представлена на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность. Конкурсы» для образовательных организаций. Республиканский конкурс «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления». Собственно, скриншот представлен на слайде. Итак, 4 августа 2020 года Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми подписало приказ об организации проведения республиканского конкурса. Соответственно, с этого момента Институт развития образования занялся разработкой положения и всей сопровождающей документации по этому конкурсу. Я напоминаю, что данный конкурс проводится в целях совершенствования содержания, форм и технологий организации летнего отдыха и оздоровления, поддержки инициатив и перспективных программ в сфере организации отдыха и оздоровления детей и привлечения в деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей коммерческих и некоммерческих организаций различных типов и индивидуальных предпринимателей Республики Коми. Организатором конкурса, как я уже сказала, выступает Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Коллеги, я напоминаю, что в конкурсе могут принять участие юридические лица, как коммерческие и некоммерческие организации разных типов и индивидуальные предприниматели Республики Коми, которые принимают участие в организации сопровождения отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Конкурс является добровольным открытым, и в конкурсе не могут принимать участие победители номинации республиканского конкурса предыдущих 2 лет. Коллеги, конкурсу в этом году Федерация несколько урезала сроки, поэтому конкурс проводится у нас с вами в 2 этапа. С 10 августа по 30 сентября 2020 года. При этом муниципальный этап проводится с 10 августа по 14 сентября, а республиканский с 15 сентября по 30 сентября 2020 года. Я не буду останавливаться на муниципальном этапе, а, соответственно, перейду уже непосредственно к республиканскому. Итак, коллеги, конкурс проводится по 3 номинациям. Первая – это стационарная организация оздоровления и отдыха. Здесь мы с вами говорим про лагеря отдыха детей и их оздоровления, детских оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительно-образовательных центров, специализированных профильных лагерей. Это могут быть спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря, либо иные организации, функционирующие в течение летнего периода, либо же года. Наибольшее количество вопросов вызвала как раз 2-я номинация – это лагеря с дневным пребыванием. Коллеги, здесь обращаю внимание, что здесь может быть 2 формы организации. Первое, мы говорим про лагеря, созданные в качестве юридических лиц или структурных подразделений образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. Либо же это могут быть оборонно-спортивные, туристические, эколого-биологические, творческие, историко-патриотические, технические, краеведческие и другие лагеря, созданные в качестве юридических лиц или структурных подразделений организациями социального обслуживания, санаторно-курортными организациями, общественными организациями, объединениями и иными организациями, ориентированными на различные категории детей. Это могут быть одаренные дети, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и многое другое. Коллеги, то есть, получается, мы здесь подразумеваем с вами 2 категории участников в номинации «Лагеря с дневным пребыванием». И 3-я номинация «Лагеря труда и отдыха» – это
организации, созданные в качестве юридических лиц или структурные подразделения организаций социального обслуживания, санаторно-курортными организациями, осуществляющими общественными организациями или объединениями и так далее. Коллеги, я напоминаю, что создан определенный порядок проведения, и для участия в конкурсе участники данного конкурса в срок до 20 сентября, то есть до 17:00 20 сентября, это получается воскресенье, высылают документы на регистрацию в электронном виде в облаке по адресу, указанному на слайде. Для этого необходимо создать папку и загрузить в нее следующие материалы. Это заявка, это согласие на обработку персональных данных, информационная карта участника, программа, причем я подчеркиваю, что она у вас сохранена в формате Microsoft Word, приложение к программе. Соответственно, все документы должны соответствовать определенным требованиям. Документы участников конкурса, начиная с 21 сентября, будут проверяться членами жюри. Итак, критериями оценки конкурсных материалов будет у нас с вами выступать актуальность, то есть степень важности, значимости представленных материалов в настоящее время. Второй критерий – целостность, логичность, полнота изложения информации. То есть определяется последовательность, структурное изложение, полнота содержания программы. Третий критерий – инновационность, то есть нововведение в области организации отдыха детей и их оздоровления. Четвертое – методическая обоснованность в соответствии с общедидактическими, общеметодическими принципами и методами. Кроме того, коллеги, учет возрастных, индивидуальных, этнокультурных особенностей детей. Конечно же, результативность, то есть реализация целей программы. Ресурсное обеспечение, наличие качества методического сопровождения. Создание положительной репутации, то есть наличие положительных откликов на программу, которые у вас могут быть приложением в качестве документов. И возможность использования в практической деятельности. В положении представлены требования к оформлению материалов конкурса. Коллеги, я обращаю ваше внимание, что есть определенные требования по количеству, по объему представленной информации. То есть объем основного текста не должен превышать 30 страниц. Причем есть определенные требования к кеглю, к интервалу, к выравниванию, к полям и всему остальному прочему. То есть давайте будем уважать друг друга и время друг друга, потому что есть еще такое понятие, как техническая экспертиза материалов. Титульный лист обязательно. Причем, коллеги, обращаю ваше внимание, что титульный лист должен содержать полное наименование организации, населенного пункта, полная фамилия, имя, отчество разработчика, либо разработчиков, номинации и название программы. При архивации материалов вы видите, используете архивы либо ZIP, либо RAR. И участники имеют право представить на конкурс не более одной программы в каждой номинации. Коллеги, основные требования у нас представлены к данному конкурсу, прописаны в положении, и вы можете ознакомиться с ним на сайте Института развития образования во вкладке, которую я вам уже показывала. Чтобы немножечко вас сориентировать по, скажем так, оформлению, наверное, материалов или по современным тенденциям развития данного направления, я предлагаю вам зайти на сайт Всероссийского конкурса программ и методических разработок. Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления. Здесь указан 2019 год. Ссылочка на сайт представлена на слайде. Но, коллеги,
Если мы зайдем в детский отдых, то мы увидим там с вами в том числе программы победителей и прошлых лет, и те программы, которые коллеги предлагают для экспертизы уже в этом году. Чтобы вы были в курсе, какие, повторю, тенденции присущи этому направлению в нынешнем году. Коллеги, я на этом позволю себе закончить. Если у вас будут какие-то вопросы, возникнут какие-то, возможно, пожелания, непонимания, то милости просим, обращайтесь, звоните в рабочее время. Всегда буду рада вам помочь, ответить на все возникающие вопросы. Всего доброго. До свидания.